Древние персы. Бесстрашные, решительные, непреклонные. Они создали империю, которая веками была символом величия и богатства. Создание такой огромной империи, как персидская, невозможно без военного превосходства. Империя всевластных, честолюбивых царей раскинулась от Северной Африки до Центральной Азии. Кир Великий был одним из немногих, кого по праву можно назвать великим. Персы создавали удивительные, невиданные до той поры инженерные сооружения. Роскошные дворцы посреди бесплодной пустыни, дороги, мосты и каналы. О Суэцком канале слышал каждый. А кто о канале Дария? Но на горизонте сгущались тучи. Извечная борьба с Грецией вылилась в столкновение, которое повернуло ход истории и определило лик западного мира на тысячелетия вперед. Как создавались империи? Персия. 330 год до нашей эры. Молодой царь из Македонии вторгается в Персию и захватывает ее столицу – Персеполь. Александр Македонский с детства преклонялся перед великими царями Персии. На закате солнца начинается пьяная оргия. А к рассвету от роскошных дворцов Персеполя, жемчужины в короне Персидской империи, остается лишь пепел. 2500 лет спустя о достижениях Великой империи напоминают лишь эти башни. При слове «Персия» мне в первую очередь вспоминаются великолепные ковры и матушкин кот Отис. Ну и, конечно, царь по имени Кир Великий. Он был образцом толерантности. При нем евреи вернулись из вавилонского плена в Израиль. Здравствуйте, я Питер Уэллер. Добро пожаловать в Персидскую империю. На рубеже 4-го тысячелетия до нашей эры на Иранское Нагорье пришли кочевники. Медийцы на севере, персы на юге. Пока они кочевали, им было не до захвата территорий. Но с переходом к земледелию их стали интересовать плодородные земли. И, естественно, вода. Древние персы не оставили бы в истории и следа, не сумея не найти источники, и, главное, способа переброски воды на свои поля. Мы восторгаемся их инженерным гением, поскольку воду они брали не из рек и озер, а в самом неожиданном месте — в горах. Персия возникла из ничего, исключительно благодаря упорству человека. 3000 лет назад по Иранскому Нагорью кочевали древние персы. Источники воды попадались редко. Маханди, инженеры, геологи и лозоходцы одновременно придумали, как дать народу воду. Примитивными орудиями Маханди заложили первый камень в основу Персидской империи. Систему подземных каналов, так называемых канатов. Они использовали земное притяжение и естественный уклон местности от Эльбруса к Персидскому заливу. Сначала копали вертикальную шахту и прокладывали небольшой участок тоннеля. Затем следующую, примерно в километре от первой, и вели тоннель дальше. Говорит историк Дэвид Стронах. До источника воды могло быть и 20, и 40 километров. Проложить тоннель с постоянным уклоном, чтобы она поступала с гор непрерывно, не обладая знаниями и навыками, невозможно.
Угол уклона был постоянным на всем протяжении тоннеля. И не слишком большим, иначе вода размывала бы основание. И, естественно, не слишком малым, чтобы вода не застаивалась. За 2000 лет до легендарных римских акведуков персы перебрасывали огромные массы воды на значительные расстояния. В сухом, жарком климате с минимальными потерями из-за испарения. Есть вода, будет пища. Умение перебрасывать воду куда нужно давало персам преимущество. К началу VII века до нашей эры все прочие племена признали главенство Ахимена, основателя династии. Эта династия достигла расцвета при царе, которого я бы почел за честь знать лично — Кире Великом. Чтобы создать империю, Киру понадобились таланты не только полководца, но и политика. Он знал, как завоевать расположение народа. Историки зовут его гуманистом. Евреи звали Машиахом, помазанником. Народ звал его отцом, а покоренные греки и ионийцы — справедливым правителем и благодетелем. Кир Великий пришел к власти в 559 году до нашей эры. При нем династия Ахименидов становится великой. История меняет курс, а в архитектуре появляется новый стиль. Говорит историк Патрик Хант. Среди правителей, оказавших наибольшее влияние на ход истории, Кир Великий был одним из немногих, кто заслуживает этого эпитета. Он достоин называться великим. Империя, которую создал Кир, была самой большой империей древнего мира, если не самой большой в истории человечества. К 554 году до нашей эры Кир сокрушил всех соперников и стал единоличным правителем Персии. Оставалось покорить весь мир. Но великому императору прежде всего подобает иметь блистательную столицу. В 550 году Кир приступает к осуществлению проекта, равного которому древний мир еще не знал. Строит первую столицу Персидской империи – Пасаргады, на территории нынешнего Ирана. Кир был строителем-новатором и, на мой взгляд, весьма талантливым. В своих проектах он умело применял опыт, накопленный во время завоевательных походов. Как и позднее римляне, персы заимствовали идею покоренных народов и на их основе создавали собственные новые технологии. В Пасаргадах мы встречаем мотивы, присущие культурам Ассирии, Египта и Малой Азии. Каменотесов, плотников, кирпичных и рельефных дел мастеров свозили в столицу со всех концов империи. Сегодня, через 2500 лет, древние руины — это все, что осталось от первой великолепной столицы Персии. Два дворца в центре Пасаргад окружали цветущие сады и обширные регулярные парки. Именно здесь возникли парадизии, парки с прямоугольной планировкой. В садах были проложены каналы общей длиной в 1000 метров, облицованные камнем. Через каждые 15 метров располагались бассейны. 2000 лет лучшие парки в мире создавали по образцу парадизии Пасаргад. Говорит историк Кевин Фарук. В Пасаргадах впервые появляются парки с геометрически правильными прямоугольными участками, с цветами, кипарисами, луговыми травами и прочей растительностью, как в нынешних парках. Пока строились Пасаргады, Кир присоединял одно царство за другим.
Но Кир был не таким, как прочие цари. Он не обращал побежденных в рабство. По меркам древнего мира дело неслыханное. Он признавал за побежденными право на собственную веру и не препятствовал отправлению их религиозных культов. В 539 году до нашей эры Кир взял Вавилон, но не как захватчик, а как освободитель, вызволивший народ из-под иго тирана. Он совершил неслыханное. Освободил евреев из плена, в котором они пребывали с тех пор, как Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм. Кир их освободил. Говоря сегодняшним языком, Киру было нужно буферное государство между его империей и его врагом — Египтом. Ну и что? Главное, что подобного никто не делал до него и очень немногие после. Не зря же в Библии он единственный из неевреев назван Машиахом, Мессией. Как сказал один видный ученый из Оксфорда, пресса хорошо отзывалась о Кире. Остроумно и точно, на мой взгляд. Но не успев превратить Персию в единственную сверхдержаву древнего мира, в 530 году до нашей эры Кир Великий гибнет в бою. Говорит историк Аббас Ализаде. Он прожил слишком мало и не успел проявить себя в мирных условиях. То же случилось с Юлием Цезарем. Тот тоже победил врагов, но тоже был убит, не успев консолидировать империю. К моменту гибели Кира у Персии было 3 столицы: Вавилон, Сузы и Экбатана. Но похоронили его в Пасаргадах, в гробнице под стать его характеру. Кир не гнался за почестями. Он ими пренебрегал. Его гробница не имеет вычурных украшений. Очень проста, но изящна. Гробница Кира построена по той же технологии, которую применяли на Западе. С помощью канатов и насыпей тесанные блоки из камня укладывали один на другой. Ее высота 11 метров. Мавзолей Кира — очень простой, нарочито скромный памятник создателю крупнейшей для своего времени империи. Прекрасно сохранился, если учесть, что построен он 25 веков назад. 3 десятилетия никто и ничто не могло противостоять Киру Великому. Когда же трон опустел, вакуум власти поверг древний мир в хаос. В 530 году до нашей эры Кир Великий, архитектор величайшей империи древнего мира, погибает. Будущее Персии окутано мраком неизвестности. Начинается ожесточенная борьба между претендентами. В конце концов, к власти приходит дальний родственник Кира, выдающийся полководец. Он железной рукой восстанавливает в Персидской империи закон и порядок. Его зовут Дарий. Он станет самым великим царем Персии и одним из величайших строителей всех времен. Он тут же берется за дело и перестраивает старую столицу – Сузы. Строит дворцы, облицованные глазурованной плиткой. Великолепие Суз упоминается даже в Библии. Говорит историк Ллойд Левелин-Джонс. Дворцы Суз известны греческим авторам. Персидские дворцы Ветхого Завета — это дворцы в Сузах. Но новому царю была нужна новая официальная столица. 518 год до нашей эры. Дарий приступает к воплощению самого грандиозного проекта древнего мира. Неподалеку от нынешнего Шираза он строит Персеполь, что по-гречески означает «город персов». В
Все дворцы сооружаются на единой платформе из камня, чтобы подчеркнуть незыблемость империи. Гигантская площадь. 125 тысяч квадратных метров. Ему пришлось менять рельеф местности, срывать возвышения и возводить подпорные стенки. Он хотел, чтобы город был виден издалека, потому и поставил его на платформе. Она придала городу уникальный, величественный облик. Персеполь — уникальное инженерное сооружение со стенами высотой 18 и толщиной 10 метров. И залами с причудливыми колоннами. Рабочих свозили изо всех уголков империи. Большинство древних империй строилось на рабском труде. Но Дарий, как и Кир, предпочитал платить тем, кто строит дворцы. Рабочим устанавливали нормы выработки. Здесь работали и женщины. Норму устанавливали в зависимости от сил и квалификации и платили соответственно. Он потратился не напрасно. Персеполь стал памятником величия и славы Персии. Нельзя забывать о происхождении персов. Их предки были кочевниками и жили в шатрах. Уходя со стоянки, они забирали шатры с собой. Шатры прочно вошли в традицию. Дворцы Персеполя — это шатры, облеченные в камень. Ападана — это не что иное, как каменный шатер. Ападаной называется парадный зал Дария. Монументальные каменные колонны навеяны воспоминанием о деревянных шестах, которые поддерживали полотняную кровлю шатров. Но здесь вместо полотна мы видим изысканный кедр. Кочевническое прошлое оказало влияние на архитектуру персов, но не только оно. Дворцы были украшены золотом и серебром, коврами и глазурованной плиткой. Стены покрывали рельефы. На них мы видим мирные процессии правителей покоренных стран. Но инженерные сооружения Персеполя не ограничивались пределами города. В нем была система водоснабжения и канализации. Первая в древнем мире. Инженеры Дария начали с того, что создали систему дренажа. Уложили канализационные трубы и лишь потом возвели платформу. Чистая вода поступала по канатам, а сточные воды уходили через канализацию. Вся система была подземной и снаружи не видна. Осуществление грандиозных проектов во славу империи не мешали Дарию раздвигать ее границы. При Дарии Персидская империя достигла умопомрачительных размеров. Иран и Пакистан, Армения, Афганистан, Турция, Египет, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Центральная Азия до самой Индии. Немало, скажу я вам. Два проекта Дария сделали империю единой. Один протяженностью в 2500 километров связал отдаленные провинции, второй — Красное море со Средиземным. При Дарии Великом Персидская империя достигла огромных размеров. Он решил укрепить ее единство, связав дальние провинции между собой. 515 год до нашей эры. Дарий повелевает построить дорогу, которая пройдет через всю империю, от Египта до Индии. Дорогу протяженностью в 2500 километров назвали царским путем. Выдающееся инженерное сооружение. Дорога через горы, леса и пустыни строилась на века.
Асфальта у них не было, но утрамбовывать гравий и щебень они умели. Твердое покрытие особенно важно там, где грунтовые воды залегают неглубоко. Чтобы ноги не скользили, а повозки не вязли в грязи, дорогу прокладывали по насыпи. Сначала укладывали подушку, которая либо впитывала, либо отводила грунтовые воды от дороги. На Царском пути было 111 застав, через каждые 30 километров, где путешественники могли отдохнуть и сменить лошадей. На всем протяжении дорога охранялась. С нами мой друг, историк из Эдинбурга, доктор Ллойд Левелин Джонс. Дорога была надежна? Как по-вашему? Да, вполне. Все, что Дарий делал, он делал на совесть. Вот сейчас мы в Турции. Не сходя с этой дороги, мы можем дойти до центрального Ирана. Неплохо, да? За сколько? Хорошо. Если верхом, меняя лошадей на подставах, через каждые 25 километров, то, думаю, дней за 6 за неделю доберемся. За неделю? По ней доставляли почту. Естественно. Но в первую очередь она развивала торговлю. Дорога проложена по пересеченной местности. На реках устроены переправы. Через такие крупные, как Тигр, переправлялись на пароме. Порой дорога лепится к скалам, либо идет вдоль реки. Рельеф здесь сложный. И ее не размыло до сих пор. Она не хуже более поздних римских дорог. У тех не было дренажа. А эта дорога шириной в 6 метров лежит на подушке из щебня. Идеально для езды верхом и гужевого транспорта. Скоростное шоссе, так сказать. Спасибо, что рассказали об этой удивительной дороге. Мне было интересно. Но это еще не все. Дарию требовалось держать под контролем такую отдаленную территорию, как Северная Африка. Он решил проложить путь и туда. Его инженеры разработали проект канала между Средиземным и Красным морями. О Суэцком канале знают все. А кто слышал о канале Дария? Канале с востока на запад протяженностью 200 километров. Строители Дария, знатоки гидрологии, с помощью орудий из бронзы и железа сначала прорыли канал, затем очистили от песка и выложили камнем. Путь судам был открыт. Строительство канала продолжалось 7 лет, и строили его в основном египетские землекопы и каменщики. Местами канал между Нилом и Красным морем был, собственно, не водным путем, а мощенной дорогой. Через возвышенности корабли перетаскивали волоком, а когда рельеф местности понижался, их снова спускали на воду. Известны слова Дария. «Я, Дарий, царь царей, покоритель Египта, построил этот канал. Он соединил Красное море с Нилом и с гордостью заявил: по моему каналу пошли корабли». К началу V века до нашей эры Персия стала величайшей империей в истории. Величием она превосходила римскую в период расцвета на 4 века позднее. Персия была непобедима. Ее экспансия вызывала тревогу у молодой культуры, вступившей в фазу подъема греческих городов-государств. Немного географии. Позади меня Черное море. Вот эта узкая полоска воды — пролив Босфор. Он соединяет Черное море со Средиземным. Я стою в Азии, а там уже Европа. В 494 году до нашей эры на турецком берегу вспыхнуло восстание. Повстанцев поддержали Афины, и Дарий решил преподать им урок — пойти на них войной. Но как? Афины за морем. И он сооружает через пролив понтонный мост. Отсюда и вон туда. Геродот пишет, что по этому мосту в Грецию вошли 70 тысяч воинов. Фантастика.
Персидские инженеры поставили поперек Босфора бок о бок множество лодок. Они стали основой моста. А затем проложили поверху дорогу и соединили Азию с Европой. Вероятно, для надежности под настилом из досок был уложен слой утрамбованной земли и даже, возможно, бревна. Чтобы лодки не качало на волнах и не унесло, они удерживались якорями строго определенного веса. Настил был сплошным, иначе он не выдержал бы веса множества воинов и ударов волн. Поразительное сооружение для эпохи, когда не было компьютеров. В августе 490 года до нашей эры Дарий захватил Македонию и подошел к Марафону, где его встретило объединенное войско Афин и Коринфа под командованием Фемистокла. Персидское войско насчитывало 60, 140, либо 250 тысяч человек, смотря кому верить. В любом случае, греков было в 10 раз меньше. Им требовалось подкрепление. Легендарный гонец пробежал расстояние от Марафона до Спарты за 2 дня. Вы слышали про марафонский бег? 2 войска стояли лицом к лицу на широкой равнине. В открытой схватке превосходящие по численности персы просто смяли бы греков. Таким было начало персидских войн. Часть греческих войск пошла в атаку на персов. Разбить их персам не составляло труда. Но основное войско греков разделилось на 2 отряда. Они атаковали персов с флангов. Персы попали в мясорубку. Понеся тяжелые потери, они отступили. Для греков это была великая победа. Для персов — лишь досадный ухаб на пути к мировому господству. Дарий решил вернуться домой, в свою любимую столицу — Персеполь. Но так и не вернулся. В 486 году до нашей эры в походе на Египет Дарий умирает. Он оставил наследникам империю, изменившую понятие о том, что такое слава и величие. Он предотвратил хаос, заблаговременно назвав преемника, своего сына, Ксеркса. Встать вровень с новатором Киром и экспансионистом Дарием задача непростая. Но Ксеркс обладал замечательным качеством. Он умел выжидать. Он подавил одно восстание в Вавилоне, другое в Египте, и лишь потом пошел на Грецию. Греки стояли у него костью в горле. Одни историки говорят, что он нанес превентивный удар, другие, что он хотел завершить дело, начатое отцом. Как бы то ни было, после Марафонской битвы греки уже не испытывали страха перед персами. Поэтому Ксеркс заручился поддержкой Карфагена, это в нынешнем Тунисе, и решил атаковать греков с моря. «480 год до нашей эры. Персидская империя на пике славы. Она огромна, сильна и невероятно богата. С тех пор, как греки нанесли поражение Дарию Великому при Марафоне, прошло 10 лет. Власть в руках сына Дария, Ксеркса, последнего великого монарха из династии Ахеменидов. Ксеркс жаждет реванша. Греция становится серьезным противником. Союз городов-государств не прочен. Они слишком разные, от демократии до тираний. Но их объединяет одно – ненависть к Персии. Древний мир на пороге Второй Персидской войны. Ее исход заложит основу современного мира. Греки традиционно называли всех, кроме себя, варварами. Соперничество между Востоком и Западом началось с противостояния Персии и Греции. В нашествии Персии на Грецию, как никогда раньше в военной истории, для решения стратегической задачи использовалось инженерное искусство.
Операция, сочетавшая сухопутные действия с морскими, потребовала новых инженерных решений. Ксеркс решил войти в Грецию по перешейку у горы Атос. Но море было слишком бурным, и Ксеркс повелел построить канал через перешеек. Благодаря немалому опыту и резервам рабочей силы, канал через перешеек был построен всего за 6 месяцев. Но дальше полководцам и строителям пришлось решать еще более сложную задачу. Многочисленной персидской армии предстояло форсировать Геллеспонд шириной в 2,5 километра. И по сей день их решение остается в военной истории одним из самых выдающихся инженерных проектов. Воспользовавшись опытом отца, Ксеркс повелел построить понтонный мост через Геллеспонд. Этот инженерный проект был намного крупнее, чем мост, построенный Дарием на Босфоре. В качестве понтонов были использованы 674 корабля. Как обеспечить надежность конструкции? Сложная инженерная задача. Босфор — не тихая гавань. Волнение там бывает весьма сильным. Корабли удерживались на месте при помощи специальной системы канатов. 2 самых длинных каната тянулись от Европы до самой Азии. При этом нельзя забывать, что по мосту должно было пройти множество воинов, может быть, до 240 тысяч. Канаты делали конструкцию достаточно гибкой, что необходимо при волнении. Каждая секция моста состояла из 2 кораблей, соединенных помостом. Такой мост выдерживал удары волн и гасил их энергию. Персидские инженеры соединяли корабли помостом, а саму дорогу укладывали уже поверх него. Постепенно, доска за доской, через Геллеспонд вырастала надежная дорога на опорах из боевых кораблей. Не забывайте, что дорога выдерживала вес не только пеших воинов, но и десятков тысяч всадников, в том числе тяжелой кавалерии. Надежность плавучей конструкции позволяла Ксерксу перебрасывать войска в Европу и обратно по мере необходимости. Мост не разобрали. Некоторое время Европа и Азия составляли одно целое. Через 10 дней мост был готов. Ксеркс вошел в Европу. По мосту прошло огромное количество пеших воинов и тяжелой кавалерии. Он выдержал не только вес армии, но и напор волн Босфора. Замысел Ксеркса был прост – использовать численное превосходство на суше и на море. И снова войско греков возглавил Фемистокл. Он понимал, что на суше ему персов не одолеть, и он решил заманить персидский флот в ловушку. Скрытно от персов, Фемистокл отвел основные силы, оставив для прикрытия отряд в 6 тысяч спартанцев. В августе 480 года до нашей эры противники сошлись в Фермопильском ущелье, настолько узком, что в нем не могли разъехаться 2 колесницы. Огромная армия персов застряла в ущелье на несколько дней. На это и рассчитывали греки. Они перехитрили Ксеркса, как раньше его отца. Ценой огромных потерь персы прорвались через Фермопилы, уничтожив спартанцев, которыми пожертвовал Фемистокл, и пошли на Афины. Но когда Ксеркс вошел в Афины, город был пуст. Ксеркс понял, что его провели, и решил отомстить афинянам. Веками милость к побежденным была отличительной чертой персидских царей. Но не на этот раз. Совсем не по-персидски он сжег Афины дотла. И тут же раскаялся. На следующий день он повелел отстроить Афины заново. Но поздно. Что сделано, то сделано. Через 2 столетия его гнев принес беду самой Персии.
Но на этом война была не окончена. Фемистокл готовил персам новую ловушку. Он заманил персидский флот в узкий залив у Саламина и внезапно атаковал персов. Многочисленные корабли персов мешали друг другу и не могли маневрировать. Тяжелые греческие триеры таранили легкие галеры персов одну за другой. Это сражение решило исход войны. Разгромленный Ксеркс отступил. Отныне Персидская империя уже не была непобедимой. Одно действующее лицо Саламинского боя делает его не похожим на другие. Артемизия — единственная женщина-капитан Персидского флота. Она протаранила один из своих кораблей, обреченных на гибель, и в суматохе сумела уйти. Ее решительность так поразила Ксеркса, что он сказал: «Мои мужчины становятся женщинами, а женщины — мужчинами». С персидских войн Афины вступают в Золотой век, а колоссальная Персидская империя становится уязвимой. Последний решительный удар ей нанесет царь, который с детства восхищался царями Персии. В 480 год до нашей эры. У Саламина греки разгромили персидский флот. Империя лишилась ореола непобедимости. Но впереди у Персидской империи еще лежали дни величия и славы. Через 15 лет, в 465 году до нашей эры, Ксеркс умирает. Империю унаследовал его сын, Артаксеркс. Он решил возродить золотые дни Персии. Он вернулся к проекту, начатому дедом, Дарием. Спустя 4 десятилетия после основания Персеполь все еще не был достроен. Артаксеркс лично руководил строительством последнего выдающегося инженерного проекта Персидской империи. Сегодня мы его называем «Залом 100 колонн». Зал размером 60 на 60 метров представлял в плане почти идеальный квадрат. Самое удивительное в колоннах Персеполя то, что если мысленно продолжить их вверх, то они уйдут на десятки и сотни метров в небо. Они идеальны. Ни малейшего отклонения от вертикали. А ведь у них в распоряжении были только примитивные инструменты, каменные молотки и бронзовые зубила. И все. Между тем, колонны Персеполя идеальны. Над ними работали настоящие мастера своего дела. Каждая колонна состоит из 7-8 барабанов, поставленных один на другой. У колонны возводили леса, а барабаны поднимались с помощью деревянного крана, наподобие колодезного журавля. Любой сатрап, любой посол далекой страны, да и вообще любой человек приходил в восхищение перед видом леса колонн, уходящих вдаль, насколько доступно взору. Удивительное сооружение. Неслыханные по меркам древнего мира инженерные сооружения строили по всей империи. В 353 году до нашей эры жена правителя одной из провинций начала строительство гробницы умирающему мужу. Ее творение стало не только чудом инженерного искусства, но и одним из 7 чудес света древнего мира. Усыпальница царя Мавсола, мавзолей. Высота величественного мраморного сооружения превышала 40 метров. По пирамидальной кровле поднимались лестницы, ступени к небесам. Через 2500 лет по образцу этого мавзолея в Нью-Йорке построили мемориал президента США Улисса Гранта. К IV веку до нашей эры лучшими инженерами в мире оставались персы. Но фундамент под идеальными колоннами и роскошными дворцами зашатался. Враги империи были у порога.
Афины поддерживают восстание в Египте. Греки входят в Мемфис. Артаксеркс начинает войну, выбрасывает греков из Мемфиса и восстанавливает в Египте власть персов. Это была последняя крупная победа Персидской империи. В 424 году до нашей эры Артаксеркс умирает. Безвластие в стране продолжается ни много ни мало 8 десятков лет. Пока Персия занята интригами и междоусобицами, юный царь Македонии изучает Геродота и хроники правления героя Персии Кира Великого. Уже тогда у него зарождается мечта покорить весь мир. Зовут его Александр. В 336 году до нашей эры к власти приходит дальний родственник Артаксеркса и принимает царственное имя – Дарий III. Его назовут царем, потерявшим империю. В последующие 4 года Александр и Дарий III не раз встречались в жестоких битвах. Войска Дария шаг за шагом отступали. В 330 году до нашей эры Александр подошел к жемчужине в имперской короне Персии – Персеполю. Александр воспринял от персов политику милости к побежденным. Он запрещал своим воинам грабить завоеванные страны. Но как удержать их после победы над самой великой империей в мире? Может, они слишком распалились, может, проявили неповиновение, а может, помнили о том, как персы сожгли Афины? Как бы то ни было, в Персеполе они повели себя иначе. Они праздновали победу. А какой праздник без грабежа? Торжества закончились самым известным в истории поджогом. Персеполь был сожжен. Александр не был разрушителем. Возможно, сожжение Персеполя было символическим актом. Он сжег город как символ, а не ради самого уничтожения. В домах было много драпировок и ковров. Пожар мог начаться случайно. Зачем человеку, объявившему себя ахеменидом, сжигать Персеполь? Пожарных машин в то время не было. Пожар быстро распространился по городу, и погасить его было невозможно. Дарию III удалось бежать. Но летом 330 года до нашей эры он был убит одним из союзников. Династия Ахеменидов прервалась. Александр устроил Дарию III пышные похороны и позднее взял в жены его дочь. Александр провозгласил себя Ахеменидом, царем персов, и вписал последнюю главу в историю гигантской империи, просуществовавшей 2700 лет. Александр разыскал убийц Дария и собственноручно предал их смерти. Он считал, что убивать царя имеет право только царь. Но убил бы он Дария? Может и нет, ведь Александр не создал империю, а захватил ту, что уже была, а создал ее Кир Великий. Александр мог сделать своей империю, которая существовала задолго до его рождения. А после его смерти культурные и инженерные достижения Персии стали бы достоянием всего человечества. Я Питер Уэллер. Пока. Производство History Channel.